Зачем почитают святых? И кто был первым прославленным монахом? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Молитвами в храмах и песнопениями священнослужители вместе с верующими прославляют образ земного жития праведников, согласно их сану либо званию, с учетом свершенных подвигов при жизни или причины ухода в мир иной. На страницах православного календаря, составленного Русской Православной Церковью, можно увидеть огромный список дат, посвященных памяти святым. Так кто же такие святые и почему они почитаются Церковью? Мы знаем, что в христианской традиции есть особые люди, которых мы называем святыми, святыми угодниками Божиими. Тех, кто прославился своей жизнью и угодил Богу, исполняя Его заповеди. И это очень важный вопрос. Что же такое святость вообще? Говоря о святости, мы должны вспомнить с вами еще и Ветхий Завет. Господь говорит в одной из книг, в книге Левит, Он так говорит: «Я Господь Бог твой, будьте святы, ибо я свят». Так что же такое святость? Мы знаем, что Бог свят особой святостью, недоступной для людей. Святость – одно из свойств Божиих. То есть это то, что говорит о Нем как о существе не от нашего мира, о том существе, которое живет превыше всех грехов, страстей и всех треволнений нашей жизни. Но это все относится к Богу. И действительно, в Ветхом Завете слово «святой» по-древнееврейски «кадош», то, что мы переводим на русский язык как «святой», буквально обозначает еще и «отделенный», «огражденный». Тот, кому не присущи все страсти повседневной нашей жизни. Святыми не рождаются, ими становятся постепенно, терпеливо, но с большим желанием и возрастающей благодарностью. Святыми становятся, развивая в себе таланты любви и верности Богу. В Новом Завете апостол Павел говорит удивительные слова. Он обращается к христианам, называя всех нас царственным родом, избранным священством. И всех христиан называет святыми. Но христианскую церковь составляли ведь не только прославленные угодники Божии. Это были живые люди со своими бедами, скорбями и даже с какими-то греховными привычками. Но ко всем им апостол Павел обращается как к святым. То есть это те люди, которые избраны быть отделенными от прочих людей. Конечно, не в физическом плане, а в плане духовном. В духовном возрастании каждый христианин призван к святости, выделиться из среды этого мира. В Евангелии Иисус Христос говорит о том, что Он принес в мир меч и разделение. Конечно, разделение имеется в виду вот то самое – разделение на святых и на простых. И каждый из нас призван быть соучастниками вот той церкви, где царствуют именно святые. И все мы призваны к святости. Жизнь некоторых из почитаемых в православной церкви далеко не во всех аспектах может служить примером для подражания. И почитаются они не столько за свою высокую нравственность, аскетический образ жизни или личное благочестие, сколько за ту выдающуюся роль, которую они сыграли в истории церкви. Вот святые, почему их так много у нас? Потому что это для нас хотя бы какой-то пример, что мы можем это сделать, быть такими же, как они. Разве они были всю свою жизнь святые и всю жизнь прожили свою без греха? Нет. И они тоже грешили. Но нашли себе силы обратиться к Богу, осознать, посмотреть себя, увидеть в себе вот эту нечистоту. И желание избавиться от этой нечистоты в первую очередь. Самое главное. И с помощью Божией они как раз нам это все показывают. Что тогда можно сделать? Смотрите, сколько примеров, когда человек, бывший даже и сейчас, и в древности, бывший не христианин, да, жил какое-то время, насмехался над ними, видел в этом плохое что-то. И вдруг он видел, как вот 40 севастийских мучеников, да, вдруг он видел славу, какой человек получал за это. Он сразу все отбрасывал и говорил: я тоже так хочу, и Господь давал ему.
Для православного христианина святые – не только посредники между ним и Богом, сколько живые носители истинного христианства, чья жизнь служит высоким нравственным примером. Кроме того, Церковь верит, что святые не умирают, но продолжают жить в Церкви, а именно этой верой в их живое присутствие оправдано молитвенное обращение к ним. Часто спрашивают, а как же достигать святости? Особенно в святоотеческих творениях много говорится о том, как правильно жить, для того, чтобы и нам становиться похожими на святых, приближаться к святости. И у отцов церкви мы находим такие выражения, что святой человек – это тот, кто становится способным очистить себя от страстей, от грехов, для того, чтобы через него начал сиять сам Господь. У одного из современных отцов, богословов, у митрополита Антония Сурожского есть такие замечательные слова. Он говорит, что святой – это тот, через которого начинает как бы сиять сам Бог. Он говорит, что, скорее всего, святые даже чудес не творили. Они сами были чудом. История становления православия на Руси неразрывно связана с рядом личностей, которые посвятили свою жизнь истинному почитанию Бога с исполнением всех божественных законов. Строго следуя предписаниям вероисповедания, эти люди заслужили божественную благодать и звание православных святых за свое безответное служение Всевышнему и ходатайство за весь род людской перед Ним. В православной традиции мы изображаем на иконах Спасителя, Божию Матерь и прочих святых. Эта традиция довольно древняя. Мы знаем, что первая икона была написана еще апостолом-евангелистом Лукой, когда он изобразил Божию Матерь и получил благословение от нее, одобрение. Она сказала, что благодать моя будет пребывать и сим образом. То есть традиция восходит к самим апостолам, и до сегодняшнего дня на иконах мы изображаем святых. И интересно отметить, что православная икона очень четко отмечает вот эти грани святости. Изображается святой, и если икона каноническая, на нем изображаются так называемые пробелы. Такие белые черточки, белые места. Это и обозначает то, что святой помогает нам не своей силой, а через него сияет Господь. Обязательно на иконах мы видим нимб. Это тоже сияние славы, сияние и присутствие божества с этим человеком. В честь святых строятся храмы и составляются богослужебные песнопения. Дни их памяти становятся церковными праздниками. Но прославление святых имеет и нравственный смысл. Христиане призваны подражать жизни и подвигам святых. Когда мы обращаемся к святым угодникам, мы должны помнить, что к абсолютно любому святому можно обратиться с любой просьбой. Святые угодники не делятся по каким-то спецификациям. Никто из них не ответственен именно за здоровье или за помощь в работе, или за исцеление от головной боли или от зубной боли. Очень часто, к сожалению, мы с этим сталкиваемся, что ищут в храме какого-то конкретного святого, который помогает от чего-то конкретного. И это не совсем верно. Любой святой может помочь во всем, потому что помогает и действует не собственной силой, а Господь сияет через него. Поэтому часто мы и советуем, что обращаться за любой помощью можно к тому святому, который вам близок, который вам понятен, которому вы доверяете, и чей жизненный путь чем-то привлекает вас. Поэтому, прежде всего, молитва, обращенная к святому, это молитва, обращенная к Богу, с призыванием угодника Божия быть нашим помощником и также вместе с нами и спросить об этой помощи у Бога.
Жития святых, мучеников, святителей, преподобных и юродивых были излюбленным чтением православных христиан на протяжении столетий. Житие святого – это его словесная икона, некий идеализированный образ. Оно почти всегда пишется в соответствии с каноном, за пределы которого автор позволяет себе выйти лишь в исключительных случаях. Можно сказать, что в церкви каждый святой проживает как бы три жизни. Одна – его реальная жизнь, очерченная определенными временными и географическими пределами. Другая – его житие. И третья – это посмертная жизнь святого, то есть его жизнь в многовековом опыте церкви, включающем различные чудеса, исцеления и случаи помощи этого святого людям. Чем же мы отличаемся от святых? Человек может быть опытный в духовной жизни, когда поучает кого-то, когда дает совет, наставляет, может говорить от себя, исходя из собственного опыта. Святой же – это тот, кто наоборот, настолько вычищает себя изнутри, выкристаллизовывает до такой чистоты, что уже говорит не о своем жизненном опыте, не о том, как он понимает то или иное, а это тот, через которого сам Господь начинает сиять вокруг нас. Святые в церкви – образцы правильной христианской жизни. Равняясь на них, используя их опыт, их молитвы, поучения и книги, мы можем правильно совершать свой духовный путь. Но одновременно с этим они и помощники на этом пути. Своими молитвами к Богу, своей любовью, которую они приобрели в результате правильного христианского подвига, они поддерживают нас, и этот факт неоспорим. Многовековой духовный опыт церкви 1000 раз подтверждал его. Церковь – это такая удивительная организация, в которой все живые. Есть церковь земная, есть церковь небесная. И если мы хотим не просто стоять одинокие в храме между незнакомых икон, да? Мы должны знать об этих святых, мы должны к ним обращаться, мы должны входить с ними в молитвенное общение, и тогда наша жизнь становится гораздо богаче, и мы явственно ощущаем их предстояние за нас перед Богом. В конце ноября руководителем отдела по церковной благотворительности и социальному служению Салаватской епархии священником Александром Загировым и председателем комиссии по профилактике наркомании и алкоголизма отдела священником Алексием Терентьевым была отслужена божественная литургия в доме престарелых города Ишимбая. Накануне добровольцы отдела и прихожане Свято-Троицкого храма города Ишимбая посетили своих подопечных стариков и помогли подготовиться к таинствам исповеди и причастия. К таинству причастия приступили 10 человек. Вы соединились с Богом. Самое главное в жизни христианина – это единение с Богом. И очень бы хотелось, чтобы ту благодать, которую вы сегодня получили, а вы получили максимальное количество благодати, вы ее не растеряли, не расплескали через какие-то обиды, может быть и справедливые, через какие-то своры. Вот сохраните этот мир в душе, который вы сейчас максимально долго. Он дорогого стоит. Поругаться, поспорить, осудить, обидеться мы всегда успеем. А вот мир Божий в сердце сохранить – это очень редкий дар.
Православная церковь с материнской любовью относится к своим верным чадам и всем без исключения людям, нуждающимся в сочувствии, любви, заботе и милосердии. Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии – так полностью называется праздник, который Русская Православная Церковь отмечает 4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы – праздник, который пришел к нам из церковного предания. Введение во храм – это историческое событие. Мы знаем, что Яким и Анна долгое время были бесчадны, то есть у них не было детей. И вот когда они молились, очень много, и очень усердно было такое им от Бога знание о том, что у них родится ребенок. И когда они это обетование получили, то есть когда они об этом узнали, то Анна сказала, что, про себя, что если родится ребенок или мужского, или женского пола, без разницы, то она его даст на служение Богу. И когда прошло это время, она родила Пресвятую Богородицу, и проходит несколько лет, а точнее 3 года, и у них стоит как раз перед ними это выполнить свое обещание. Стоит перед ними это дело, что-то надо сделать. И, конечно же, вы понимаете, даже сейчас это трудно сделать, потому что сейчас и детей много, сейчас и детей можно, допустим, не получается тебе хирургическим путем или еще как-то много путей можно ребенка зачать и родить, можно ребенка взять от кого-то. В еврейском обществе там было, конечно, по-другому. Это сам факт бесчадия, он рассматривался как будто неблаговоление Божие на человека. Потому что Господь обетование дал же Аврааму, что населюсь и многочадием племя Авраамова будет награждено. И когда у тебя нет детей, а вокруг у всех дети, еще тем более много времени это проходит, вроде бы ты хороший человек и ничего плохого не делаешь, а у тебя такая проблема, и люди на тебя начинают смотреть уже по-другому. И когда эта радость великая для людей, они получили дочь, и тут уже им надо какое-то время, им надо давать ее. Но, понимая, что этот подарок Божий все-таки, они не могут просто так к этому отнестись, как или забыли, или не помнят, или еще что-нибудь, да? Они все-таки приводят Пресвятую Богородицу в храм в Иерусалимский. Была процессия такая, шествие, собрались все, это торжественное такое событие было, все-таки. Не каждый раз такое происходит, и таких событий-то в жизни народа еврейского-то не было практически. Знаковых. Потому что люди жили бесщадно, потом седины уже 70 лет человек рождает, потом отдает и посвящает его жизнь Богу. Для людей это был какой-то такой знак. И, конечно же, все собрались, и в процессе такой они пошли в Иерусалим, пришли к храму, и эти ступени, там 15 ступеней, родители ставят ребенка на первую ступень, Пресвятая Богородица Мария, она по ступеням взлетает просто-напросто. Мы сами не видели, но как описывают эти события, скажем так. То есть она по ступеням взлетает, и по преданию первосвященник Захарий был отец пророка Иоанна. Он ее встречает и вводит во святая святых. Мы все знаем, что во святая святых один раз в год ходил только священник, ходил там, и только первосвященник ходил. И все, больше никого не ходили. И он вводит ее во святая святых, еще этим показывая, что этот ребенок необыкновенный, то есть не такой, как все. И, конечно, это, с одной стороны, это такой бальзам родителям, что это жертва, это все равно их жертва какая-то. Они отрывали ее от себя 3 года ребенку. Мы знаем, что
12 лет она находилась в храме Иерусалимском. По преданию изучала Святое Писание, молилась, занималась рукоделием. Источники тут по-разному говорят, что некоторые говорят, что она во святая святых все время находилась практически, и питалась тем, что архангел Гавриил ей пищу приносил. Но некоторые источники говорят, что она при храме в каком-то помещении находилась с девушками, которые там тоже какие-то находились, и вместе с ними. То, что она там молилась, и то, что она там работала, то, что она там училась, как раз это и те, и другие источники, они друг друга не противоречат. То есть мы видим, что ребенок проводит свои дни в молитве, ребенок свои дни проводит в труде, ребенок свои дни проводит в учении. И для нас это пример, для родителей, чтобы мы тоже своих детей не просто так как сам по себе, пускай или за компьютером сидит, или еще бросали, чтобы мы их учили, чтобы мы их учили молиться, и чтобы мы их учили трудиться. Потому что без этих, без трех, видите, что может сделать молитва, труд и учеба. Праздник введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, его смысл можно точнее понять из кандака, который поется в этот день. «Пречистый храм Спасов днесь вводится в дом Господень, благодать сововводящая». То есть Пречистая Богородица называется храмом Господним. И действительно, ведь она станет в будущем матерью самого Христа, Бога-человека. И Христос будет в ней как в храме, как в том месте, где бывает исполнение присутствия божественной благодати. И она, будучи этим храмом в будущем, сама сегодня приходит в храм. Этот праздник показывает нам и место человека перед очами Божиими. По слову апостола Павла, каждый из нас должен стяжать благодать Святого Духа, и тело каждого человека – это храм. Он так и пишет в своем послании: «Не слышали, что каждый из вас есть храм живущего в вас Духа Божия». То есть праздник введения во храм Божией Матери говорит, во-первых, о высоте ее призвания. Она, предназначенная стать местом вселения самого Бога, Творца Вселенной, сегодня приходит в храм для того, чтобы посвятить свою жизнь на служение Богу. Но и каждый из нас призван, каждый в своей мере подражать ей в этом, для того, чтобы и нам с вами получать благодать Святого Духа, чтобы Он обитал в нас. И это мы достигаем путем честной и чистой христианской жизни. В день введения во храм Пресвятой Богородицы проходят праздничные богослужения. Священнослужители одеваются в белые или голубые облачения. Введение во храм Пресвятой Богородицы приходится на рождественский пост. Его также называют Филиппов пост.